Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что о вас говорят, как к вам относятся. Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какая вы необычная. Вы разная. Вы разная. С одной стороны, вы невероятно мягкая, добрая, любящая. Такая, знаете, вот как облачко, да, такая невесомая, легкая. Любить умеете. А с другой стороны, вы как стальной клинок. Об вас порезаться можно. Вот прям острая, да, жесткая, непримиримая. Я так понимаю, что с разными людьми вы себя по-разному проявляете. С теми, кого вы любите, вы прям душа нараспашку. Вы такое огромное теплое сердечко, да, прям переполненное любовью. Но если кто-то посмеет вас задеть, либо как-то вот прям пройти ваши границы, да, переступить через ваши границы, то вы как стальной клинок, который не знает пощады и поражения. Вот прям действуете решительно и жестко. И очень много людей уже об вас поранились, порезались и зализывают раны. Конечно, они негативят в вашу сторону. Они буквально говорят: это не женщина, это фурия. Да? Помните древнюю мифологию? Мстительница. Я ей там слово сказал, а она на меня обрушилась, да, со всем своим гневом. Слушайте, ну прям, да, многих порезали, многих поранили. Но эти люди заслужили своей наглостью, дерзким таким поведением. И вот, знаете, вот напролом, а вы такое терпеть не можете. А еще я вижу, что вы терпеть не можете лжецов, обманщиков, мошенников, тех, кто пытается возвыситься над другими, причем самыми мерзкими способами. Вообще терпеть не можете. У вас прям кровь начинает закипать. А если кто-то ваших любимых пытается обидеть, все, тушите свет, да, это страшно. Очень необычный вы человек, но в глазах высших сил, вот хотите верьте, хотите нет, но вы железный феникс. Именно железный, очень выносливая, очень стойкая, такая, которая да и в огне не горит, и в воде не тонет, да, вы всегда стоите на своем. Вот как бы жизнь не била, как бы враги не били, вы все равно стоите, как вы вгрызаетесь в землю, и вы стоите, вот ничего с вами сделать нельзя. И вот каждая схватка, то ли там с превратностями судьбы, то ли с какими-то врагами, да, она вас еще сильнее делает, у вас крылья начинают все больше и больше расти. Очень сильный знак. Конечно, по такому знаку я вижу, что судьба была непростой. Боролись, выживали, сопротивлялись, добивались кровью и потом, простилали свой путь в будущее. Да еще и за собой вот, любимых, родных людей вели. Очень сложная судьба. И вам бы памятник при жизни поставить, да? Но вы же не согласитесь, вы скажете: нет, я не хочу такого внимания, мне такое внимание не нужно. Еще один момент. Вот идет мне, что у вас в рукаве есть некий острый предмет, очень похож на такой вот острый длинный стилет. И, скорее всего, речь идет не о том, что вы с собой носите какое-то холодное оружие, а скорее речь идет о том, что у вас очень острый ум.
прям невероятно острый. На каждый аргумент у вас есть как минимум 10 контраргументов. И кто пытается с вами там спорить, они все несчастные люди. Действительно несчастные. С вами невозможно спорить. Ну, во-первых, вы очень умный человек, да, с высоким IQ. А во-вторых, вы настолько грамотно умеете в любом споре одержать победу, что вы, знаете, вот стоять и плакать, да, стоять и плакать вашим оппонентам приходится. Поджимать все, что можно поджать, да, и пятиться назад. А по-другому никак. Вас невозможно переспорить. Вы очень грамотно аргументируете, контраргументируете, выстраиваете линию разговора. Вас невозможно продавить, на вас нельзя надавить. И многих людей это действительно пугает, до паники доводит. А с другой стороны, а как по-другому? А как по-другому жить? Как по-другому защищаться от нападок, всякой швали, которая постоянно вот где-то вот рядом пытается вас зацепить, задеть, укусить? Не знаю, может быть, среда какая-то токсичная, где вы работаете, либо где вы живете, где вы находитесь. А возможно, вам так действительно не повезло, что судьба сводит именно с такими людьми. Почему-то мне идет, что вы этих людей как учите, да, уму-разуму учите, чтобы в следующий раз рот не открывал, да, либо не лез на рожон, да, не обижал других, потому что всегда можно нарваться на достойный ответ. Да, скорее всего, вы этому учите людей. Еще, мои хорошие, у кого-то из вас, знаете, я так скажу, как душа рядом, чья-то душа рядом. У всех людей по одному ангелу-хранителю, а у вас два. Один небесный покровитель, а второй это как душа мне идет. Душа либо родного человека, либо того, кто при жизни вас очень сильно любил. Что это конкретнее, я, к сожалению, сказать не могу. Но я вижу ангела за правым плечом и вижу душу, тоже в виде ангела за левым плечом. То есть как два ангела-хранителя, наверное. Некая душа, при жизни вас безумно любившая, к вам сейчас буквально привязана. И везде вас сопровождает. Ну и понятно, что и подсказывает, и защищает, и всячески, да, вот старается следить, чтобы вам никто не навредил и вас никто не обидел. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас в вашей жизни? Есть ли какие-то моменты необъяснимые, паранормальные, странные? Даже вот дежавю тоже можно к этому объяснить, да, привязать, да, как объяснение дать. Вот мне идет, что вы часто замечаете, ну уже давно замечаете, кто-то совсем давно замечает, кто-то вот недавно начал замечать. Но вот мне идет, что есть как два ангела-хранителя. И еще о вас говорят как о ведьме, но только я не могу понять, почему. Может быть, потому что вы, да, очень умный человек, и вы видите наперед, да, вы можете просчитывать наперед, пользуясь своим интеллектом. А кто-то, возможно, действительно ведает, у кого-то есть некие знания, некие таланты, способности. Но понятно, что от людей это не скроется. Но только люди привыкли все перекручивать. То есть, когда на белое говорят черное, на черное, наоборот, говорят белое. Вот. Я не вижу, что у вас есть желание вредить людям. Я не вижу, что вы там пользуетесь своими способностями, у кого они есть, да, для того, чтобы людям делать плохо. Но вижу, что вы явно непростой человек, непростая женщина. Ну, как ни крути, да, и железный феникс. Непростая вы женщина, очень даже непростая. Многие из вас, возможно, и сами за себя не знают того, что знают о вас небеса и видят другие люди. Да, люди некоторые очень наблюдательны, а особенно те, кто пытался на вас порчу сделать. Там уже и так, и сяк, и чуть ли не на головах стояли, а ничего не произошло, только откат пошел. Такая, знаете, волна цунами смыла вот несколько человек, просто вот смыла. Вода черная пошла, значит, они негативно вас сделали. Они, значит, гнали на вас эту волну, а в вас эта волна, как об железного феникса, ударилась, перевернулась, и на этих людей
обрушилась. Вот как-то так мне идет. Возможно, кстати, именно эти люди распространяют о вас эту информацию, что вы ведьма. Хотя на самом деле вы никому ничего не колдовали. Это на вас колдовали. Вы жертва. Вы жертва на самом-то деле, а не ведьма. Ну, видите, ума нема, считай калека, да? По-моему, так говорили в старину. Ну, по крайней мере, моя прабабушка точно так же говорила. Так, еще на мужчин как-то вы по-особенному влияете. Тут как две крайности. Либо обожают, либо ненавидят. Сейчас объясню, почему. Видите, вот бабочка. Очень красивая тут показана бабочка. Но кому-то вы спиной повернулись, а на кого-то крылышками машете. Да? Есть такое. Я так понимаю, что ненавидят вас те, кому вы отказали, да, кому вы не достались. Понятно, что не хочется мужчинам признавать свою несостоятельность, убогость и какие-то негативные характеристики, качества. И они что такие, я ж хороший, да, я ж самый хороший. Это она плохая, это она стерва, да. Вот как-то так не идет. Ну, а мужчины, с кем вы были вместе, близки, с кем в отношениях сейчас, конечно, они вас боготворят. Вы, кстати, невероятная красавица. Вы знали об этом? Невероятная красавица. У вас какой-то редкий тип красоты, абсолютно какой-то натуральный, естественный, который вы очень умело подчеркиваете. Но кто-то вообще ничего не делает, да, и делать ничего не надо, потому что и так красавица. И красота у вас не только внешняя, но и внутренняя, понимаете? А человек, он воспринимает не только глазом, но и сердцем, понимаете? А тут как бы комбо. И внешняя красота, и внутренняя красота. Вы неотразимы, вы действительно неотразимы. И я вот вижу, что есть некие дамы, которые очень тщательно за вами следят, с целью научиться быть такой же, как вы. То есть им кажется, что секрет вашей красоты, вашего успеха в том, что вы там красиво, стильно одеваетесь, либо вы делаете какие-то определенные прически, определенный цвет волос, определенная длина волос, макияж, аксессуары. Да? Вот они пытаются за вами это все повторить в надежде приблизиться к вам, к своему идеалу. Ну, понятно, что ничего у них не получается. Вот. Вы единственная неповторимая. Хотя многие из вас явно недовольны своей внешностью. Но это вы к себе придираетесь на самом деле. Да? Вы к себе придираетесь. В глазах других людей вы красавица. Настоящая красавица. Женщины завидуют. Завидуют вашей красоте и думают, ух, и умная, и красивая. Блин, тут хоть бы что-то одно, да? Где я была, почему я пропустила свою очередь там, за красотой, либо за умом. Вот. Но мужчины, понятное дело, тоже падки, да, на красивых женщин. И счастлив тот, кому вы ответите взаимностью. Но есть такие мужчины, которые просто вот не смогли смириться с тем, что вы им не достались. Ну, по разным причинам, да, возможно, вам мужчина не понравился, либо вы увидели в этом мужчине какие-то негативные черты, и вы такая, все, стоп, здесь мы с тобой прощаемся, и дальше каждый пойдет своей дорогой, да, такое тоже могло быть. Ну вот есть тут один персонаж, который вот не смирился, который буквально пышет негативом в вашу сторону, мужчина, который, чтобы вас проучить, готов, либо согласен, ну, не знаю, приворожить вас, что ли, либо пытается приворожить. Может, он где-то там ходит, ищет специалистов, которые бы там по фотографии приворожили вас к нему. Вот ему прям очень хочется, чтобы вы за ним бегали, да, бегали. Чтобы не он за вами, да, когда вы его посылали, а чтобы вы за ним бегали, да. И вот, возможно, ну не у всех, у кого-то, вот у одной девушки, двух девушек отыграется, что мужчина ходит с фотографией и даже с личной вещью по специалистам в надежде вас к себе приворожить. Я сразу хочу сказать, что ничего у него не получится. Вы железный феникс. Ну, откуда пришел, туда и уйдет. Да? Вас не пробить на самом-то деле. Вот не зря вас высшие силы показали именно железным фениксом. Не пробить. А он ходит, он об этом думает, он об этом мечтает. При этом он, ну, какие-то гадостные вещи позволяет в вашу сторону. То есть он может вам там гадости писать, он может гадости о вас распространять. С целью, знаете, какой? Чтобы
во-первых, отогнать конкурентов, да, он пускает молву, что вы там такая жесткая, злобная, стервозная и прочее, прочее, там гулящая. Вот, отогнать конкурентов, с одной стороны. С другой стороны, вот простить вот вам не может то, что вы его не выбрали, что вы не согласились быть его женщиной. Вот какая-то у него злоба. Может, мужчина сам по себе какой-то испорченный, да, испорченный, недоделанный, сырой. Вот, поэтому у него такое есть. Мужчина плохо кончит. Его какое-то очень серьезное, дурное пристрастие погубит. Это может быть что угодно. И лудомания, и алкоголь, и другие какие-то зависимости. Вот оно его погубит. Действительно погубит. Вот. То, что он пытается приворожить, то пусть ходит, да? Пусть деньги тратит, все равно ничего не получится. А он как бы этими надеждами живет. Понятно, говорит одно, а делает совершенно другое. Говорит про вас плохие вещи, но при этом спит и видит, чтобы вас к себе намертво привязать. Но у него ничего не получится. Если вы сейчас в отношениях, в паре, в браке, ваш мужчина, он на 7-м месте от счастья. Понятно, что кто-то только лишь начал встречаться, общаться, и у вас прям очень классные отношения. А кто-то уже там 30 лет вместе, да, и уже живете как родственники, да, добрые родственники. Но мужчина все равно очень счастлив, да, он с вами всегда был счастлив и очень сильно переживает, что вдруг вот так случится, что вы кого-то другого встретите, да, а он не сможет вас удержать. У него какие-то прям страхи по поводу этого. Но с другой стороны, он прекрасно знает, что вы честный и благородный человек, да, что вы не будете там втихую гулять, изменять, он это прекрасно знает. Ну и как бы да, старается, конечно, по-своему старается. Понятно, что не все одинаково могут стараться, либо не у всех одинаково получается стараться, но он по-своему где-то вот со своей стороны старается. Дальше, мои хорошие, вот у кого-то на работе очень неприятные люди есть. Люди, которые, буквально вот, как, знаете, мужчину и женщину показывают, которые сговорились с друг другом, чтобы вас то ли подсидеть, то ли, чтобы довести до увольнения, либо под шумок, либо под какую-то статью сократить. Вот вы им мешаете. Вернее, вы мешаете женщине, а мужчина, он как бы ее слушает, да, либо он, может, ее родственник, да. Вот. И они вот решили вместе действовать. Но, с другой стороны, я вижу, что зря они это все затеяли. Если вы уйдете с работы, то вы уйдете по собственному желанию, а не потому, что вас кто-то принудил, либо к этому подвел. Вот. Это первое. Второе. Эти люди, если они вот то, что задумали, начнут делать, оно все против них обернется. Потому что что? Да, вы железный феникс. Вот есть у вас такая способность все от себя отталкивать. Вот прямо отталкивать, особенно негатив. Если бы не эта особенность, честно, с таким уровнем зависти, злобы, которая есть вокруг вас, то вы навряд ли бы смотрели мое видео в сегодняшнем дне. Ну вот правда. Почему-то мне идет очень много грязи, злобы, и вот как будто бы она с самого детства рядом с вами, зависти очень много, какого-то негодования, злобы, да, вот эта агрессия мне идет, желание вот прям уничтожить почему-то мне идет. Откуда, не могу сказать. Даже если бы могла, наверное, не сказала, да, потому что нельзя такие вещи в интернете говорить. Но вот вы, возможно, думали, что вы родились под несчастливой звездой. На самом деле, видите, просто не повезло место, где родились, либо семья, в которой родились, либо локация, в которой родились. Да, вот здесь какая-то есть разгадка. Но с другой стороны, вы ведь живете и процветаете. А дальше у вас прекрасные дни, прекрасные времена. Вы как будто бы все это время чему-то обучались, как будто бы прокачивали свою силу, прокачивали свою энергию, как, знаете, готовились. Это была подготовка к новой жизни, либо к настоящей жизни. И да, очень много испытаний, и очень много негативных людей было. Но с другой стороны, вы ведь кем сейчас стали? Вы умница, вы красавица,
Вы и себя можете защитить, и своих любимых людей можете защитить. И очень много вы добились. Вот на этой отсыпке есть пару девушек невероятно успешных, сильных, успешных, которые вопреки всем прогнозам, вопреки всем пожеланиям, мало того, что с колен встали, так еще и очень сильно окрепли. Да, вот прям с нуля жизнь себе подарили. То есть у вас там работа, квартира, машина, у кого-то бизнес успешный, то есть умнички, да, умнички. Понятно, что было тяжело, понятно, что иногда вот прям волком хотелось выйти, но с другой стороны, все, что у вас есть, это вы сами себе благодарны за это, да, сами себе. Так, еще что о вас говорят? Ну, говорят, что вы, ну, как-то на людей влиять умеете. На людей, что когда с вами разговариваешь, что нельзя смотреть вам в глаза, либо нельзя близко к вам стоять, иначе попадаешь под ваше влияние. Но опять же, завистники, скорее всего, говорят. То есть якобы вы что, гипнотизируете, да? Либо вы внушать умеете, может быть, цыганским гипнозом обладаете. Вот про это говорят. Рассказывают какие-то истории про каких-то людей, которые якобы были нормальными, да, пообщавшись с вами, стали вот дураками, да, либо ненормальными стали. А я так думаю, что было все ровно наоборот. Возможно, люди были обмануты, либо ну, в каком-то состоянии, да, на них повлияли, им что-то вот внушили против вас негативно, либо настроили против вас. Эти люди к вам подошли, с вами пообщались и поняли, что вы замечательная, что вы умная, что вы образованная, культурная, воспитанная, что вы человечек, вот прям, ну, душа нараспашку, да, вот люди это поняли и сразу же изменили свое мнение, отношение к вам. Вот, скорее всего, оно так и было. Кстати, ну вот да, в принципе, люди где-то что-то чувствуют, даже негативные люди. Мне вот почему-то кажется, ну идет такая информация, что вы хорошо в людях разбираетесь, вы научились хорошо разбираться в людях, и у кого-то еще есть сверхчувствительность по отношению к другим людям. То есть вы, ну буквально каждому можете найти подход, да, подобрать ключик. И вам достаточно либо просто посмотреть на человека, либо, ну, хотя бы там минут 5 пообщаться, вы такая, вот оно что, да, вот ты кто у нас на самом деле. И, в принципе, возможно, у вас уже это все отработано настолько четко, да, до автоматизма доведено, что вы даже не задумываетесь. Вот встречается вам человек, либо вы начинаете с кем-то общаться, вы даже не задумываетесь, как у вас вот этот быстрый анализ проходит, быстрое решение приходит, и вы вот даже можете менять ритм, темп голоса, менять, подбирать какие-то слова, которые понятны этому человеку, да, быть с ним на одной волне. Потому что с академиком вы будете говорить на одном языке, с обычным там человеком, ну, с базовым образованием, вы будете говорить на другом языке. Понимаете, вот как-то так. Вы умеете подстроиться, вы умеете адаптироваться, и вы каждому находите вот как ключик мне идет. Это, кстати, редкий дар, редкое умение. И, в принципе, конечно, нужно таким пользоваться, да, пользоваться. И если ваша работа связана, либо будет связана с продажами, например, вообще идеально вам зайдет. Будете самым лучшим продажником. Потому что вы понимаете, что за человек перед вами, вы очень быстро это все считываете. И вы знаете, как этого человека уговорить, да, либо как с этим человеком общаться, что ему предложить, как выстроить с человеком настоящий рапорт, то есть доверие, да. Вы это все знаете и умеете. Вот мне идет, что у вас уже это как автоматом срабатывает. Да? Даже об этом не думайте, оно само как будто бы появляется и приходит. Так, что еще говорят про вас? Ну, понятно, что говорят, что вам все досталось за красивые глаза, что вот прям с неба упало, либо вы где-то там, не знаю, наворовали, либо кто-то вам подарил, да, вот как-то так мне идет. Не вижу я тут особых подарков, ну, может и были какие-то подарки, но не в таких объемах и количествах. Я вижу ваше умение жить, смекалку, да, к жизни вижу. Вы умеете и сэкономить, и правильно деньгами распорядиться. Вы тот редкий человек, у которого, ну вот в дом войдешь, да, дорого-богато.
все со вкусом, стильно, выдержано. Ну вот прям душа поет, да? Вот очень комфортно, с любовью мне идет. А все это сделано на какие-то небольшие деньги. Ну, либо если и большие деньги, но вы-то понимали, зачем вы это делаете, да, вы вкладывались, чтобы там в ближайшие несколько лет спокойно жить, да, ничего не менять, не заменять, потому что дешевые вещи, понятно, что не могут прослужить долго. А иногда бывает так, что вещь классная и стоит недорого, но ее найти надо, а вы умеете найти. Вы умеете, вы будете искать, вы находите, вы покупаете. Вот как-то вы очень правильно тут вы живете. Не все так умеют. У кого-то вообще деньги в руках не держатся. А вот у вас какую сумму не дай, вы все равно на эти деньги будете красиво жить. Вот мне идет, да, в глазах других людей вы будете красиво жить. Ну и понятно, что люди не понимают, как это работает, ну, начинают придумывать, что вот она украла. Либо ой, у нее любовник, ой, у нее там богатые родственники, 5-10, да, вот и пошла волна этого хейта и негатива. А на самом деле это все ваши таланты, ваши способности, незаурядные способности. Вам бы вот хорошо, знаете, как курс какие-то открыть, да, других людей обучать. Мне кажется, это будет востребовано, ну, по крайней мере, точно будет интересно, да, многим, кстати, может помочь. Вам бы вот финансовым консультантом тоже было бы хорошо работать. И ваше, и пользу бы людям приносили, и ну, имя бы звучало, гремело. Да, интересно. Еще, мои хорошие, мне вот покою не дает образ там, где показывают вашу связь с животными. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста. Вы чувствуете животных, либо это взаимно, и животные вас чувствуют, и вы их чувствуете. Вот мне идет, что даже самые вот пугливые животные, напуганные, может, там человек напугал, с вами чувствуют себя максимально комфортно. Вот прям готовы и в руки даваться, и с ваших рук есть. Вот как-то так идет. Там на кого-то собачки гавкают, а на вас никогда, наоборот, вам хвостиком машут. Также может быть, что к вам и птицы подлетают. И если у вас дома есть любимый хвостик, то вы без слов друг друга понимаете, да, вот прям чувствуете настроение, состояние вашего животного. Это вот, знаете, как способность какая-то родовая, которая вам передалась. Возможно, кто-то работал с животными, ну, либо посвятил даже всю жизнь животным, там, помощи животным. Вот. Ну и плюс, опять же таки, да, животные, они живут инстинктами. И к плохому человеку животное никогда не пойдет. Даже если человек там будет давать самую вкусную еду, там, не знаю, там, говорить самые лучшие слова, вот не пойдет. Потому что инстинкт подскажет, что человек плохой, да, или там, с дурными намерениями. Вот. Вы же человек хороший, умеющий любить, заботиться, да, поэтому да, животные вас чувствуют. Ну и вы, наверное, чувствуете. Скорее всего, чувствуете, да, вот взаимно как-то мне это идет. Взаимно. Вот еще есть такой знак, который указывает на некую поездку, на некую дорогу, которая очень сильно на вас повлияет в лучшую сторону. Что это, я не могу сказать, потому что все-таки это общая отсыпка, да, вы все разные. У кого-то, возможно, это путешествие, да, вы поедете в путешествие, либо там в отпуск поедете, либо куда-то вот к каким-то знакомым, приятелям. А у кого-то это может быть и переезд, и даже иммиграция на самом-то деле. И это очень сильно на вас повлияет. Знаете чем? Что вот туда, куда вы приедете, там какие-то благостные энергии будут, и вы ими сможете напитаться вдоволь. Да, вот у кого-то исцеление через эти энергии придет, у кого-то обретение способностей придет через эти энергии. То есть вот что-то такое мне показано, но опять же, это в общем формате идет информация. А поездка у вас, она в самом ближайшем будущем. У кого-то точно уже билетики куплены, а кому-то предстоит покупать. Но вот эта дорога, эта поездка, это путешествие очень на вас сильно повлияет. С плюсом, не с минусом, с плюсом. Вы как будто бы вот, ну, если переедете, понятно, другим человеком себя почувствуете, а если вы поедете и назад вернетесь, вы уже будете как другой человек, как другой. Сейчас есть какие-то, ну,
ощущение негативное, у кого-то это мысли негативные, у кого-то, возможно, что-то болит, но вот поездка все это исправляет, выправляет, мне идет. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.